Будь у тебя ноутбук в руках или iPhone в кармане, самым распространенным носителем информации по-прежнему остается обычная бумага. Ни бытовую жизнь, ни, естественно, профессиональную деятельность невозможно представить без ее использования. И как бы далеко ни зашел мир технологий, электронные носители, увы, не способны взять на себя все функции белого холста. Но что же скрывается за иррациональным использованием бумаги? Это вопрос, которым мало кто задается, а для того, чтобы люди задумывались об этом, был учрежден праздник Международный день без бумаги. Человечество всегда стремилось к тому, чтобы облегчить свою жизнь. Но сейчас, именно в это время, в этот век, люди обязаны задумываться не только о своем удобстве, но и о том, чтобы сохранить экологию. Для начала узнаем, каков же на самом деле ущерб, наносимый неумеренным использованием бумаги. Ни для кого не секрет, что все в этом мире имеет свойство заканчиваться. Это же касается и ресурсов нашей планеты, которыми Бог нас одарил. Если когда-то мы могли себе позволить роскошь не думать об этом, то сейчас уже нет, так как каждый неправильный шаг, сказывающийся на Земле, аукается и дает знать о ранах планеты. В быту хозяйками используются обычные бумажные полотенца. За день, наверное, где-то 20 листов они могут выбросить. Такое нерациональное использование бумаги можно избежать, допустим, использованием обычных тряпичных полотенец. Их можно и постирать, и пользоваться ими постоянно, сушить. То есть тем самым мы сохраним, наверное, целый рулон бумажных полотенец. Чрезмерное потребление бумажных изделий уже сейчас привело к тому, что из-за исчезновения лесов мы потеряли безвозвратно более 50% биоразнообразия флоры и фауны. И эта цифра продолжает расти с каждым годом. Ежегодно 768 миллионов деревьев вырубается лишь для того, чтобы обеспечить бумагой офисы России, а ежесекундно с лица земли исчезает лес размером с одного или двух футбольных поля. В Министерство природных ресурсов и экологии проводят посадки в основном осенью и весной каждый год. А участников много бывает? К посадкам в основном привлекаются представители подведомственных организаций и коллективной природы. Нам подведомственные 4 организации. Это Сунжинский и Назрановский лесопожарный центр и Сунжинское и Назрановское лесничество. В общем, они занимаются в основном посадками. Иногда к этой работе привлекаются арендаторы лесных участков, привлекаются и молодежные объединения. Из-за пандемии к этим посадкам мы стараемся привлечь все-таки наименьшее количество людей. Эта расточительность губит землю, но парадокс в том, что бумага в этом совершенно не виновата, ведь это универсальное сырье, необходимое современному человеку как воздух. А на данном этапе развития человечества невозможно от нее отказаться. Но как же мы можем повлиять на весь этот сыр-бор? Все просто. Нужно всего лишь использовать бумагу рационально и строго по назначению. Известно то, что 1 тонна бумаги это равносильно 17 деревьям. То есть если мы попробуем в своей жизни более рационально относиться к использованию, потреблению бумаги, то мы сможем день за днем спасать просто тысячи, миллионы деревьев. Что касается деятельности Минприроды в озеленении региона, то буквально через неделю, 30 октября, у нас планируется большая посадка 3000 деревьев в рамках акции «Сохраним лес». Деревья будут посажены на территории лесного фонда, и после посадки подведомственные организации, 2 лесничества и лесопожарных центра, они будут ухаживать за этими деревьями, чтобы добиться максимальной приживаемости этих деревьев. Ресурсов поможет нам предотвратить медленно, но неумолимо приближающуюся экологическую катастрофу планетарного масштаба. В европейских странах уже давно более половины бумаги производится из вторсырья, в то время как в России только 0,1%.
Казалось бы, не наша забота, только вот вырубается ежегодно 400 миллионов кубометров леса не в Швеции или Норвегии, а в нашей Сибири. Сегодня в Ингушетии мне нравится то, что да не только в Ингушетии, вообще в мире и в России у нас между ведомствами используется электронный документооборот, внедрена использование электронных подписей. Это позволяет сократить огромное количество бумаги, которая вообще использовалась бы в переписке деловой. Международный день без бумаги отмечается ежегодно во всем мире. Проходят различные акции, мероприятия, нацеленные на просвещение народа и внедрение в реальную жизнь технологий без использования бумажных носителей. Так, к примеру, в прошлом году Калининградский социально-экологический проект «Зеленое дело» предложил поддержать международную информационную кампанию в защиту окружающей среды и на один день прекратить использование бумаги на предприятиях и в быту. У нас в Ингушетии реализуется один молодежный проект. Он реализуется Центром молодежных инициатив и его руководителем Адамом Мальсаговым. Он называется «Спаси Грута». Он уже не первый год проводит в школах различные конкурсы по сбору макулатуры именно среди школьников. Минприроды Ингушетии сотрудничает с этим центром и будет помогать в реализации этого проекта, конкурса. Мы будем спонсировать и призы для школьников, которые собрали наибольшее количество макулатуры. Этот проект позволяет не только отправить на переработку полученную макулатуру, но и проделать огромную работу в плане экологического просвещения, потому что дети, когда они в формате игры, когда они собирают эту макулатуру, когда они начинают изучать этот вопрос, у них таким образом повышается экологическое сознание. Осваивая современные технологии, можно добиться весомого вклада в экономию ресурсов, как на уровне государства, так и в практике отдельного человека. Международный день без бумаги – это отличный повод поделиться опытом в использовании безбумажных технологий и рассказать другим о том, как можно вносить ежедневный посильный вклад в защиту экологии. Ведь, нанося ущерб планете, мы наносим его прежде всего себе. И помните, что если ваше начальство зажимает бумагу, то это вовсе не означает, что оно жадное. Просто кто-то, в отличие от вас, беспокоится о своей планете и бережет ее. Хава Мальсагова, Анзор Чехкиев, Раиса Хидриева. Утро Ингушетии.